Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь месяц 2020 года для водолеев. Посмотрим, что ждет каждые 10 дней месяца. И добавим сейчас карты из цыганской колоды. 3 на отношения, 3 на работу, 2 на финансы. У водолеев месяц очень интересный. Скорее всего, вас будут занимать больше всего вопросы карьеры, вопросы, может быть, высшего образования, либо у вас, может быть, юридические есть какие-то вопросы, может быть, у вас суд, да, и вы будете заниматься как раз тем, чтобы выиграть его, чтобы победа была за вами. Также, может быть, у вас какие-то новые цели появятся в плане профессии, в плане денег. Может быть, новое направление будет в деятельности. Но в любом случае, смотрите, вы здесь в центре внимания. У вас главная роль. У вас, знаете, ответственность. Ответственность, скорее всего, на вас целиком и полностью. И вы думаете, как ее реализовать, да, как вам победить. Хорошее время для того, чтобы рекламу давать о себе и заявлять о себе. Хорошее время для того, чтобы создавать о себе репутацию. Также здесь, знаете, может быть что-то, если, допустим, вы недавно потеряли там средства какие-то или работу, она к вам возвратиться может. Может быть какие-то ограничения, задержки, какие-то препятствия в важных для вас делах. Вот лучше всего вам, конечно, здесь зарабатывать через администрирование, да, через недвижимость. И обязательно все нужно рассчитывать точно, чтобы вы знали, где, что и как, что все по плану шло. Также может карта касаться и родственников вашего супруга, если у вас они есть. Тоже как-то здесь может это проявляться. Давайте посмотрим, в чем больше всего это будет у нас проявляться. Ну, здесь карта, конечно, возможностей новых, да, то есть это будет для вас новая возможность, скорее всего, может быть, сложно даже будет выбирать, потому что она не одна будет здесь возможность, их, скорее всего, будет несколько. Вот, а может быть, вам предложат быть посредником в каких-то делах и пообещают хорошую сумму денег. Может быть, вы начнете свое дело, да, то есть как бы в свободное плавание уйдете. Может быть, ваше дело вы переведете просто в интернет. То есть, ну, как-то все здесь по-новому у нас происходит. Теперь для первых 10 дней июня выпадает девятка чаш. Карта говорит об исполнении вашего желания. Карта говорит о том, что вы довольны собой, довольны судьбой. И здесь немножечко такое состояние эгоистическое. Вот, да, то есть и первая карта, и первая часть месяца, они как-то как бы направлены на себя, на вас самих, да. Вы удовлетворяете свои желания, вы больше прислушиваетесь к себе и к своим каким-то целям, чувствам и так далее. То есть как-то вот второго человека или там других членов семьи вы как-то тут не особо замечаете. То есть для вас самое главное ваше желание. И может быть этого требует ситуация здесь. Да? Девятка чаш у нас карта, которая связана с некоторыми ограничениями все-таки. То есть у нас есть успех, у нас есть там деньги, допустим, положение, в общем, все, что мы мечтали, у нас есть, но как-то не выходит это за какие-то рамки, да, мы как будто бы должны этих рамок придерживаться. Так, что здесь может быть у нас? Ну, во-первых, мы можем быть ограничены в поездках, мы можем быть ограничены в деньгах, ну, в некоторой степени, да, может быть у нас здесь какие-то покупки могут быть крупные, да, но вот лично для нашего пользования.
А теперь вторая часть месяца с 10 по 20. Восьмерка жезлов. Замечательная карта, когда у нас уже настроен процесс и все события как бы сами собой происходят, да, то есть уже как бы мы не прикладываем особо усилий, здесь вот мы уже потрудились раньше, и теперь мы только получаем результаты, получаем плоды. Очень хорошая карта абсолютно для всего, здесь и прибыль, здесь и решение всех вопросов, связанных с делами, здесь и успех в отношениях. В общем, все здесь просто замечательно. Восьмерка жезлов, карта счастливая. Она у нас связана со взаимоотношениями, она у нас связана с целями, которых мы достигаем. Это люди, которые нам помогают, обстоятельства как-то складываются удачным для нас образом, но просто все вот замечательно. И причем все очень быстро и как-то само собой происходит, да. Такая опора у нас как будто бы в жизни появляется, но по сути это не волшебство никакое, мы сами это все создали, да, мы сами это все, ну, как бы над этим работали, а теперь просто получаем результаты вот в середине месяца. Ну и также, конечно же, хорошее время для того, чтобы поехать куда-то, может быть, не так далеко, как хотелось бы, но все-таки есть возможность. Теперь окончание месяца, семерка мечей. Карта говорит о том, что здесь мы можем как-то проявить свою индивидуальность или можем как-то, знаете, проявить себя с неожиданной для других людей стороны. А также, может быть, появится желание в конце месяца куда-то уехать, когда уезжать не надо, когда есть какие-то обязанности, когда есть какие-то сложности, может быть, в делах или нет взаимопонимания в личных отношениях, а мы хотим просто уйти и все, и не решать никакие вопросы. Но здесь может быть сложно в таком случае, да. Что тут еще может быть? Какие-то вопросы, которые касаются семьи, которые касаются взаимопонимания, которые касаются здоровья, да, то есть они могут решаться не совсем так, как мы хотим. Может быть, мы здесь захотим нарушить какой-то договор, захотим нарушить данное нами слово. А также могут быть какие-то сложности, связанные с желудочно-кишечным трактом, с пищеварением, да, то есть нужно будет придерживаться, может быть, какой-то диеты. Вот там не есть острого, да, не есть соленого, может быть, что-то вот такое. Может быть, надо высыпаться хорошо, чтобы иметь силы для дел, для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Также, может быть, что-то касается денег. Может быть, будет вам предложена какая-то сделка, которая будет в обход закона. Вот здесь будьте осторожны, иначе потом будет проблема. Смотрите, вы впадете в зависимость или вас даже подведут под закон, да, то есть могут быть очень плохие последствия. Ни в коем случае не соглашайтесь там подписывать какие-то документы, в которых вы не уверены, да, и которые вы не читали сами или в них не разбираетесь. Вот, или не подписывайтесь под какими-то кредитами, то есть не соглашайтесь на какие-то кредиты, на которые вот вам дают и говорят, что вот у вас тут все замечательно получится, да. Вот карта говорит о том, что любые, особенно, знаете, когда вас посредником выбирают, то есть есть две стороны, а вы как будто бы еще какой-то там помощник, посредник, вот тогда точно есть угроза, что вас могут подставить здесь. Будьте осторожны. Вообще у нас семерка мечей, она карта хорошая в том плане, что если мы выполняем все договоренности, которые на себя взяли, если мы имеем достаточно средств для того, чтобы ни в чем не нуждаться, и тратим это не только на себя, но и на других людей, то тогда эта карта проигрывается хорошо. Но если мы нарушаем обязательства, если у нас какие-то сложности с деньгами, или мы хотим взять что-то чужое, или в обход закона пойти, или, может быть, думаем только о себе, не думаем о близких, вот тогда у нас начинаются проблемы. Давайте посмотрим взаимоотношения для водолеев. Здесь у нас десятка червовая для тех, кто в поиске партнера. Вот просто человек, которого вы всю жизнь ждали. Вот замечательная просто возможность. Человек надежный, можно доверять, верный. Для тех, кто в паре. Восьмерка червовая. Тоже здесь романтика, любовь, домашние какие-то посиделки, могут быть праздники, юбилеи какие-то с семьей, может быть поездка к родителям в родной дом.
какие-то ночные там посиделки, гулянки и так далее. То есть очень хорошая возможность для того, чтобы отдохнуть душой в этом месяце. Ну и если же вы решаете вопросы с недвижимостью, точно удачно будет. Может быть, кстати, здесь ипотека. Вот если ипотека, то здесь нужно осторожнее, нужно подумать. Так, дайте-ка я карту достану еще. Вот если ипотека и кредиты, то лучше сейчас не нужно. Лучше это отложить подольше, да, вот, чтобы у вас было больше возможностей для самостоятельной оплаты, да, то есть своих денег, чтобы было больше. Потом, если уже хотите, можете. Ну, это уже дальше надо смотреть. А так вообще вот проблема. Если будете сейчас в кредиты залазить, может быть, с первого взгляда вам покажется это все не таким уж тяжелым и трудным, в конце концов это может плохо закончиться. Поэтому вот лучше кредиты, ипотеку сейчас не трогать. Для тех, кто в ссоре, семерка пиковая, карта говорит о том, что вы можете даже там по телефону позвонить и помириться, или написать там смс-ку и помириться. А теперь посмотрим работу. Работа. Для тех, кто в поиске работы, вот здесь нужно очень большую активность проявить для того, чтобы найти работу. Скорее всего, здесь большая конкуренция, здесь много уже раз, может быть, отказывали, да, и вы все-таки это должны преодолеть. Не сдавайтесь, у вас работа будет, но, скорее всего, где-то ближе к концу месяца. Для тех, у кого уже есть работа, опять же, активность нужна, нужно, знаете, работать вот на цель. Причем, вот знаете, карта, которая говорит о том, что вы обязательно должны как-то осознавать, может быть, осознавать свое достоинство, осознавать свои сильные стороны и вот как-то показывать их. Ни в коем случае не принижать себя, ни в коем случае не соглашаться на какие-то как бы неподходящие для вас роли. Вот как будто бы проверка такая идет у вас. Так, дайте-ка посмотрю, что еще дополнительно здесь может быть. Ну, еще карта говорит о том, что, может быть, будут вам предлагать даже повышение какое-то. Может быть, да, кстати, соглашайтесь, если это вот для вас, может быть, даже неожиданно, да, какую-то вам хорошую должность могут предлагать и с неплохой зарплатой. Может быть, знаете, зарплата прям не такая баснословная, да, но тем не менее, как бы вам будет хватать, но зато здесь статус хороший. Вы можете себя показать, реализовать и дальше потом двигаться. А для тех, у кого свое дело, король бубновый, карта говорит о том, что вы можете вполне здесь заработать очень хорошо, особенно если вы работаете через интернет или у вас, допустим, какие-то есть связи с иностранными партнерами, с людьми издалека, да, если клиенты у вас по всему миру. Очень хорошо здесь вот у вас пойдут дела. Вообще карта денежная, хорошая для предпринимательства, для любых продаж. Если, допустим, вы держали в штате сотрудников, то теперь вы можете брать фрилансеров. Тоже для вас это выгодно очень будет. Теперь посмотрим финансы. Для тех, кто на зарплате, девятка трифовая, скорее всего, работы будет много, а зарплату, может быть, даже урежут как-то вам. Поменьше будет, чем вы ожидали. Так, чем это вызвано? Ну, скорее всего, здесь ситуация, которая в обществе. Может быть, просто вот в этом месяце так, а потом все выравнивается, то есть не переживайте. Для тех, у кого денежки от своего дела, туз трифовый. Карта говорит о том, что вы либо сделку какую-то крупную совершите и получите деньги по поводу, ну, как бы по этой сделке, либо, может быть, какой-то даже подарок для вас здесь очень значимый. Может быть, какие-то новые соглашения с новыми партнерами тоже деньги принесут. Что еще может быть? Может быть, объединитесь с кем-то, может быть, семейный бизнес, допустим, да, или с партнером с каким-то объединитесь.
В общем, хорошая тут возможность. Или, допустим, вы просили там кредит, одобрят вам. Но карты говорят о том, что, смотрите, кредиты как-то вот надолго вас это все затянет. Дайте-ка я достану карту еще одну. Да, то, что вам говорят, скорее всего, это не то, что будет на самом деле. То есть лучше на кредиты, конечно, не идти в этом месяце. Нужно дождаться стабилизации ситуации, наладить, вот, чтобы все было стабильно, а потом уже только думать о таких вот вложениях. Теперь посмотрим совет. Шестерка червовая. Карта говорит о том, что это вот прям карта водолеев. Она им соответствует. То есть нужно настраиваться на свою энергию, быть собой. Нужно как-то жить без маски, да, в этом месяце. Карта, которая говорит о том, что у вас, может быть, сейчас сложные времена, но нужно настраиваться на что-то новое, хорошее, да, чтобы у вас появилась надежда, чтобы у вас появилась какая-то новая цель. Хорошо поработать над своей репутацией. Для вас она самая важная. Либо использовать ее, если у вас уже хорошая репутация и вас знают, да, использовать ее вот в работе для зарабатывания денег и так далее. Если вы болеете, как-то, может, недомогание какое-то есть или просто устали, карта рекомендует вылечиться, дать себе время, возможность отдохнуть и набраться сил. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!